И в течение нескольких дней, в течение одного-двух дней, у нас не было с вами учений. С одной стороны, это произошло из-за того, что я чувствовал себя не очень хорошо. Я немного устал. Не то чтобы я себя чувствовал плохо, я устал, и я чуть не заболел простудой, и из-за этого я утомился, и я подумал, что если я не отдохну, то мне будет трудно объяснять дхарму. И поэтому в течение нескольких дней я отдыхал. Но на самом деле это называется отдых. На самом же деле у меня было довольно много работы, которую мне пришлось выполнить. И сегодня у нас все те, кто слушает сейчас эти учения по интернету, наставники, а также представители Сангхи, монахи и монахини, а вместе с ними все мои друзья в Дхарме. Я надеюсь, что вы пребываете в добром здравии. Я хотел бы поприветствовать вас. В течение нескольких предыдущих дней мы вместе говорили о Махакашьяпе и Ананде. Мы повествовали, я рассказал вам об их истории, о некоторых событиях, которые с ними произошли. У меня была такая благая возможность сделать это. И сегодня мы будем вместе с вами говорить о Первом соборе, о том, как об этом говорится в различных сутрах, а также трактатах. Я думаю, это было бы очень хорошо поговорить об этом. И как я уже сказал прежде, когда мы говорим о сутрах и трактатах, они описывают Первый собор по-разному. Существует несколько описаний Первого собора, и даже если мы захотим рассказать об этом, у нас не будет достаточного времени. И если я буду вдаваться в слишком мелкие подробности, я думаю, что мое объяснение потеряет свою ясность. И поэтому сегодня главным образом мы сосредоточимся на двух повествованиях. И первое — это Виная, четырехчастная Виная, которая присутствует на китайском языке. И когда мы говорим о четырех агамах, я думаю, что это имя не совсем подходит. Я думаю, что лучше будет перевести как четырехчастная Винамия. Я думаю, что это название более подходящее в данном случае. И в этой Винае повествуется один способ изложения этих событий. И также существует текст, который приписывает Нагарджуне. Это комментарий на 100-тысячную Праджняпарамиту, и здесь есть, и это является вторым повествованием. Я думаю, что было бы хорошо, если бы мы опирались на эти два источника в своем объяснении. И существуют и другие объяснения. Я думаю, что мы будем заимствовать некоторые объяснения из этих комментариев. Я думаю, что такой подход будет лучше всего. И таким образом мы будем отталкиваться от этих двух основных повествований. И мы начнем с первого отчета из четырехчастной Винаи. И в этой четырехчастной Винае Чусундебе, школа, которая называется Чусундева, здесь говорится о том, что последовательность событий того, как произошел первый собор, следующий. И вначале малые готовились к кремации. Они готовились к кремации тела Будды. Затем Махакашьяпа узнает о перенирвании Будды. Затем Махакашьяпа в последний раз видит Будду в Кушинагаре, то есть он видит тело Будды, который уже покинул этот мир. Затем принимается решение о проведении собора. Затем Бхикшу из Вриджи преподает
Ананде Дхарму о зарождении печали по отношению к этому миру. Затем Ананда проявляет усердие в своей практике и достигает результата состояния архата. Затем относительно второстепенных заповедей здесь повествуется о относительных заповедях. И затем 7 проступков Ананды. 7 проступков, которые Ананда совершил, когда Будда все еще был жив. И после этого составление Винаи Бхикшу упали. Затем составление Анандой корзины сутр и затем повествование о Пурне. И это повествование в 4-частной Винае школы Чусундеба. И сегодня мы будем главным образом опираться на это повествование из 4-частной Винаи в своем объяснении Первого собора. И затем, как дополнительный материал, мы будем использовать 5-частную Винаю, а также Виная Кандаку Тхеравады. И здесь порядок событий несколько отличается от 4-частной Винаи Чусундепы. И первый из них, это как дополнительный материал. Главным образом, как я уже говорил, мы будем опираться на 4-частную Винаю, но мы будем кое-что дополнять из 5-частной Винаи. И если не ошибаюсь, это Сатюндепа, это школа Сатюндепа. Если не ошибаюсь, так она называется, как бы там ни было. Порядок здесь следующий. Махакашьяпа узнает о паринирвании Будды, затем он принимается решение о проведении собора, затем Бхикшу из Вриджи преподает Ананде Дхарму. Ананда достигает результата состояния архата, затем 500 архатов бывает в Раджагриху и совершает приготовление для собора. Затем Махакашьяпа спрашивает у Пали о Винае. Затем Махакашьяпа спрашивает Ананду о Сутрапитаке. Затем принимается решение о относительно второстепенных заповедей. Затем упоминается 7 проступков Ананды. И затем говорится о необходимости соблюдать все второстепенные заповеди без развлечения. Затем следует повествование о Пурне и завершает этот список повествования о том, как Ананда укращает 7 Бхикшу. И вы видите, что в большей частью порядок событий совпадает, но эта последовательность несколько отличается от той, которая приведена в 4-частной Винае. Затем порядок этих событий, как он появляется в Винае Кандаке, Тхеравады или Ставиравады. И здесь, по всей видимости, у нас есть большой и малый раздел, и мы приводим этот порядок событий из малого раздела. Сперва Махакашьяпа узнает о паринирвании Будды, затем Ананда включается в число Бхикшу, которые будут принимать участие в соборе. После принятия этого решения 500 Бхикши отправляются в Раджагриху и совершают приготовление к собору. Затем Ананда достигает результата, то есть состояния архата. Затем Упали составляет Винаю, Ананда собирает корзину сутр или сутрапитаку. Затем происходит обсуждение второстепенных заповедей, после чего следует 5 проступков Ананды. О них говорит Махакашьяпа, затем повествование о Пурне, затем следует повествование о том, как Ананда укращает 7 Бхикшу. И здесь есть небольшое различие. Затем следует повествование о том, как служанка, по всей видимости, она была служанкой в царском дворце. Как бы там ни было, она предлагает одежду для Дхармы, дхармическую одежду Ананде, и затем резюмирующие стихи. И все предыдущие события здесь резюмируются в этих завершающих 4-стишьях.
И мы будем главным образом опираться на 4-частную винаю, о которой я говорил, а дополнительными материалами будет служить 5-частная виная и повествование из Кандаки. Завтра и послезавтра у нас не будет учений, это выходные. И затем мы на следующий день я буду говорить о последовательности этих событий в тибетском переводе Винаи. И теперь давайте обратимся к порядку или последовательности этих событий в 4-частной Винае. И первое из этих событий — это подготовление малыми тела Будды к кремации. Когда мы говорим о малых, это те, кто проживал в Кушинагаре, их называли малы, это жители Кушинагара. И после того, как Будда отправился в рощу деревьев сала, он покинул этот мир, ушел в нирвану в этой роще деревьев сала в Кушинагаре, и затем малы завернули его, омыли его тело, затем завернули его тело в ткань. Снаружи они обернули его тело в еще 500 тканей и положили в железный гроб. И в индийской традиции Винаи и вообще в Индии очень любят это число 500. И я не думаю, что это обозначает само число 500. Это обозначает множество. По всей видимости, очень много сотен, очень большое количество тканей было использовано для того, чтобы обернуть тело Будды. Как бы там ни было, в самой Винае говорится о том, что его тело было обернуто в чистую хлопчатобумажную ткань, а затем оно было снова обернуто еще в 500 тканей. И затем, в конечном итоге, его тело было умащено благовониями и положено в железный гроб. Затем этот гроб был закрыт крышкой, и затем этот железный гроб был помещен в другой деревянный гроб. Затем этот деревянный гроб, он был положен на костер, на кучу из различных благоуханных деревьев. И затем малы попытались поджечь костер с помощью факела, намотав на него ткань. Они пытались начать кремацию, и для этого они пытались поджечь огонь, но огонь не разжегся, пламя не вспыхнуло, и пламя потухло само собой. И когда оно потухло самим собой, малы очень удивились. И, по всей видимости, один из важных представителей малов попытался снова поджечь костер. Однако и это пламя тоже не разгорелось, оно сразу же потухло. И в это время Ананда сказал малам, что вам не нужно прикладывать таких усилий, в этом нет никакой необходимости, потому что то пламя, которое вы пытаетесь разжечь, тушат боги. И тогда они обратились к Ананде, так как они знали причину этого события, этого происшествия. Они спросили: почтенный, почему же боги потушили наш огонь? Почему боги тушат огонь, который мы пытаемся разжечь? На что Ананда ответил, что Махакашьяпа и 500 Бхикшу сейчас путешествуют из Павы в Кушинагару. И после того, как Будда ушел в Паринирвану, Махакашьяпа, по всей видимости, его не было поблизости. Он находился не в Кушинагаре, а в Паве. И я буду говорить об этом подробнее позже.
И в это время он путешествовал, он шел из Павы в Кушнагару, и он думал о том, что успею ли увидеть тело Будды, встретиться, увидеть тело Будды до того, как оно будет кремировано. И по этой причине, так как боги знали об этом, они знали, о чем думает Кашьяпа, они знали его чаяние, и поэтому они погасили ваш огонь. Услышав это, Маллы обратились к Ананде со следующими словами. «Почтенная Ананда, если это так, то мы подождем немного, как того желают боги». И поэтому они решили не кремировать тело Будды до тех пор, пока не прибудет Махакашьяпа. Затем второе событие в этой последовательности. Когда Махакашьяпа путешествовал из Павы в Кушнагар, узнав о пренирвании Будды, необходимо понимать, что, как говорил Ананда, Махакашьяпа, он вместе с большим собранием Бхикшу, 500 монахов, и, как я уже говорил, это совершенно не значит, что там было ровно 500 монахов. 500 в данном случае это число указывает на большое количество монахов, и в текстах часто встречается это число, но оно совершенно не должно быть воспринято буквально. И Махакашьяпа вместе с монахами путешествовал из Павы в Кушнагар. И когда мы говорим о Паве и Кушнагаре, необходимо знать, что существовало в Индии, существовало в то время 16 великих королевств. И все эти 16 местностей или королевств Древней Индии, среди них существовало королевство Малла. И в этом королевстве или в этом царстве было два главных города. Один из них был Кушнагара, а второй Пава. Современно это Павапури. Павапури — это город, который находится в дистрикте Наланда в штате Бихар. И таким образом в этом царстве существовало два города, Кушнагара и Пава. Среди 16 великих королевств или царств Древней Индии, в царстве Малая было два этих великих города, и Махакашьяпа шествовал из Павы в Кушнагару. И по дороге, во время своего путешествия, он встретился с несколькими учениками секты джайнов, школы джайнов. Из 6 великих учителей Индии это представители одной из этих философских школ джайнов. И эти люди держали в руках цветы мандаравы, которые достались им во время паринирваны Будды. Я хотел показать вам эти цветы, мандаравы. Я дальше покажу вам эти цветы, как бы там ни было. Он увидел несколько джайнов, которые несли в руках эти цветы мандаравы, и Махакашьяпа увидел их издалека, спросил: «Откуда вы пришли?» На что эти джайны ответили, что мы идем из Кушнагара. И когда он это услышал, он знал, что Будда находится в Кушнагаре. Он спросил: «Вы знаете нашего учителя Будду Шакьямуни?» И они ответили: «Да, мы знаем Гаутаму». И хотя они были не буддистами, они знали Гаутаму. Затем Махакашьяпа спросил: «Он все еще присутствует в этом мире? Жив ли он все еще?» Джайны ответили, что его нет. Прошло около 7 дней с тех пор, как он ушел в паринирвану. И мы несем эти цветы оттуда. И когда Будда ушел в нирвану,
те цветы, которые были использованы для подношений, по всей видимости, они получили эти цветы там. И когда они сказали это Махакашьяпе, Махакашьяпа был очень недоволен. Он был сильно опечален, но так как он был архатом, он не испытывал таких же чувств, как мы, простые люди. Он не испытывал такой печали, как обычные люди. Однако же те бхикшу, которые присутствовали в его сангхе, так как они не были свободны от привязанности, услышав о уходе Будды в паринирвану, они упали на землю без чувств, как стебли скошенной травы или как подрубленное дерево. Когда они потеряли сознание, когда они упали в обморок, они стали стенать и плакать. Татагата ушел слишком рано, говорили они. Око мира сомкнулось. Они беспокоились о том, что исчезнут ли учения, которые мы почитаем, учения Будды. И некоторые из этих бхикшу, как я уже говорил, что некоторые из них потеряли сознание и упали озимь, и затем, подобно тому, как бревно катается по земле, они стали корчиться на земле, катаясь из стороны в сторону. Они пребывали в состоянии полного отчаяния и причитали, почему Татагата так скоро покинул этот мир, почему он так быстро ушел в нирвану. И в это время среди этого множества монахов, 500 монахов, находился монах, которого звали Упананда. Среди монахов Будды он, по всей видимости, был монахом с не очень хорошим поведением. Среди них было 6 монахов, известных своим дурным поведением. И также есть и другая группа, 12 монахов с дурным поведением. И этот Упананда, он входил в эту первую группу из 6 монахов с дурным поведением. И он был очень известен своим дурным поведением, более известен, чем другие. И сами эти 6 монахов были очень известны своим дурным поведением, но он был известнейшим из всех них. И когда монахи упали в беспамятстве, он привел их в чувство и сказал: «Старейшины, не ведите себя так, не плачьте и не причитайте. В этом нет никакой необходимости. Мы, кто стали монахами, те, кто с малолетства, те, кто вошел в монашескую станху уже в зрелом возрасте, мы теперь свободны. Пока Будда был жив, он говорил нам, что это хорошо, а это плохо, это надо делать, так стоит поступать, а так не должно поступать и так далее. Теперь, когда он ушел из жизни, когда он ушел в нирвану, мы обрели свободу, и мы можем делать то, что хотим. Мы можем, то, что на хинди называется куши, то есть мы можем делать то, что мы хотим, мы можем поступать так, как пожелаем. Мы можем делать то, что хотим, и не делать то, чего не хотим. И мы должны радоваться. От чего мы должны плакать? И когда он произнес эти слова, Махакашьяпа услышал его. И он был не рад с самого начала, а тут он стал еще более недоволен такими разговорами. И он сказал бхикшу, он сказал монахам: «Быстро возьмите свои одежды и чашу для подаяния. Нам нужно идти, нам должно в последний раз увидеть лик Будды, прежде чем его останки будут кремированы». И таким образом он побудил монахов отправиться в путь, и в тот момент, когда он сказал это, бхикшу собрали свои одежды и чаши для подаяния и ушли. И это первое событие, которое произошло после того, с Махакашьяпой, после того, как Будда ушел в паринирвану. Затем следующее событие. Когда Махакашьяпа и 500 бхикшу прибыли в Кушинагар,
Они пересекли это последнее прощание, или на английском last goodbye. И Махакашьяпа, как было уже сказано, с 500 Бхикшу прибыл в Кушнагар. И, по всей видимости, тело Будды находилось не в самом городе, а за пределами города. И в этом местечке протекала река Хираньявати. И, по всей видимости, рядом находилась ступа, которая называлась Мукута Бандена ступа. И когда он прибыл в это местечко, он встретился с Анандой. И Махакашьяпа сказал Ананде: если останки Будды не кремированы, я хотел бы увидеть их. На что Ананда ответил: мы еще не кремировали останки Будды, но увидеть их немного сложно, потому что его тело, как я уже говорил, это тело, оно не лежало просто так пред всеобщим взором. Оно было омыто, оно было завернуто в новый саван. Кроме того, его завернули еще в 500 саванов и поместили в металлический гроб. И после того, как оно было умащено, оно было помещено в металлический гроб, и затем помещено в деревянный гроб. И таким образом металлический гроб после умащивания был помещен в деревянный гроб, а под ним разложено множество веток сандалового дерева и множество ветвей других благоухающих деревьев, ароматных деревьев, и все было подготовлено к кремации. И если бы пришлось открыть гробы и все эти саваны, это было бы очень трудно. И затем Махакашьяпа приблизился к месту кремации, и передняя часть гроба для кремации открылась сама по себе. Никто ее не открывал, она сама открылась, и стали видны стопы Будды. Стала видна одна стопа Будды. И когда Махакашьяпа увидел это, он увидел, что стопа Будды была испачкана. Она была немножко загрязнена. И когда он увидел это, он сразу же сказал Ананде, так как Ананда был прислужником Будды, так как Ананда всегда получал всю критику, если что-то происходило не так, и Махакашьяпа сказал: Будда был красив и имел цвет лица цвета золота. Кто так испачкал его ногу? На что Ананда ответил, что женщины, которые пришли увидеть тело Будды, они, по всей видимости, были невнимательны, и когда они совершали проступки, плакали, роняя свои слезы, их руки, по всей видимости, загрязнились, и они этими нечистыми руками касались стоп Будды и запачкали их. И вы знаете, что девушки иногда красят свои лица, иногда они подводят глаза, и, по всей видимости, они запачкали свои руки, и затем, касаясь стоп Будды, они запачкали стопы Будды. И тогда Махакашьяпа, хотя и был слегка недоволен, он простерся перед стопами Будды. И затем, в конце концов, и Бхикшу, и Бхикшуни, упасаки и упасики, боги и люди пали ниц перед стопами Будды. После этого стопа Будды больше была не видна снаружи гроба для кремации. Она как бы исчезла, скрылась в этом гробе для кремации. После чего Махакашьяпа глубоко вздохнул и произнес несколько стихов, и 7 раз обошел погребальный костер, на котором стоял гроб
Будды, в котором должна была произойти кремация. И хотя не было никого, кто зажег погребальный костер, он загорелся сам. И до этого, как вы помните, хотя его пытались поджечь, он не разгорался, а здесь он загорелся сам. И почему это произошло? Потому что Махакашьяпа увидел тело Будды, и после того, как он видел тело Будды, этот костер естественным образом сам по себе вспыхнул. И теперь тело Будды было кремировано, и после этого в это время присутствовало очень много бхикшу и бхикшуни, монахов и монахинь. И Махакашьяпа сказал, что когда я шел по дороге в Кушнагар, я встретил Упананду. Я встретил этого монаха, известного своим дурным поведением, и этот монах сказал, что старейшины, не поступайте таким образом, не плачьте и не стенайте. Теперь мы обрели свободу. Те, кто стал монахами в зрелом возрасте, когда он был жив, он без конца нам говорил, это приемлемо, а это нет, вы должны делать это, не должны делать этого. И теперь, когда он скончался, у нас есть свобода, и мы можем делать все, что захотим. Мы можем делать, что хотим, и не делать того, что не хотим. Если вы хотите соблюдать правила Виная, то вы можете их хранить. Если вы не желаете их соблюдать, можете их не соблюдать. И я услышал эти слова, и поэтому я думаю, что нам необходимо собраться и обсудить пратимокша, обета личного освобождения и Виная. В противном случае не буддисты будут говорить разные дурные вещи о нас и смущать нас, будут стыдить нас. Они скажут, что дисциплина Виная аскета Гаутамы рассеивается как дым. Когда Будда был жив, они вместе обучались Винае и занимались ее практикой. Теперь, когда Будда покинул этот мир, нет никого, кто правильно бы тренировался в Винае. Поэтому Махакашьяпа сказал, старейшины, нам нужно призвать много ученых-архатов, которые слышали много учений, и, собравшись вместе, принять решение. Нам необходимо организовать собор. И затем были приглашены 499 бхикшу. И все эти бхикшу были архатами, они обладали мудростью великих познаний Дхармы, они слышали много учений от Будды. И все эти монахи обладали великой мудростью и глубокой практикой. И здесь, по всей видимости, были приглашены не все монахи, а все те наилучшие, наиболее знающие монахи. И в то время один бхикшу высказал свое мнение. Ананда должен участвовать вместе с нами. Он должен присутствовать на этом соборе. Он высказал свое мнение таким образом. И Махакашьяпа тут же сказал, было бы неправильно допустить Ананду к нам для участия в этом соборе, потому что Ананда, его мысли полны желания, ненависти, заблуждения и страха. То есть, таким образом, он говорил о том, что он не является архатом, он является сратрапанной, то есть тем, кто вошел в поток. Если он не в состоянии положить конец желанию, ненависти, заблуждению и страху, он не может принять участие в соборе. Но монах, который поделился своим мнением, продолжил. Он сказал, вы совершенно правы. Однако Ананда был прислужником Будды. Он всегда был с Буддой и слышал от Будды множество учений, истинной Дхармы. Также когда у него возникали вопросы, он немедленно обращался к Будде и задавал эти вопросы. Так что он знает все то, что связано с Дхармой, и поэтому его обязательно необходимо включить в число участников этого собора. И затем они все согласились с этим мнением. И что бы там ни говорил Махакашьяпа, они решили пригласить Ананду.
После этого решения пригласить Ананду, количество монахов стало полным, и тогда они стали решать, где же нам лучше всего привести собор. Так как это должно было занять много времени, необходимо найти и ночлег, и пропитание, и поэтому они стали размышлять, где же лучше провести этот собор. И в конечном итоге все согласились на то, чтобы провести этот собор в Раджагрихе, где множество домов, нет трудностей с пищей и жильем. И поэтому они решили провести собор в Раджагрихе. Они решили, что это самое подходящее место для проведения совета. Совета или собора. И в это время Махакашьяпа сказал: почтенные монахи, я пригласил вас, всех вас в Бхикшу. Если вы согласны, давайте отправимся сегодня в Раджагриху, если вы согласны на время и на место проведения этого собора. И тогда все монахи отправились в Раджагриху. И по всей видимости, они все находились первоначально в Раджагрихе, в Кушнагаре, и они решили отправиться в Вайшали. А оттуда уже в Раджагриху. И это повествование, как я уже говорил, из 4-частной Винаи. И теперь мы используем как дополнительный источник 5-частную Винаю. И здесь есть небольшое различие в повествовании. После паринирваны Будды Махакашьяпа находился в Вайшале, на берегу озера, которое называлось Марката-Храда. Это так называемое озеро обезьяне озеро. И, по всей видимости, там было построено несколько домов, где он находился с этими 500 архатами. И Махакашьяпа сказал, что через несколько дней назад, когда я шел в Кушнагар из Павы, я услышал, что Будда ушел в Нирвану. В то время мой разум был встревожен, и я не мог оставаться спокойным. И тогда же Бхикшу и Бхикшуни, упазаки и упазики услышали о кончине Будды, и некоторые из них не могли ходить, они пали на землю. Кто-то плакал, кто-то стенал, и все они говорили громкими криками: «Мир опустел, око мира закрылось, мир ослеп». И в это время на своем пути я встретил Упананду, который сказал, что не горюйте. Будда всегда устанавливал для нас правила о том, что мы должны делать и чего мы не должны делать. В чем уместно тренироваться, а в чем нет. Теперь Будды больше нет с нами, и поэтому нам нет необходимости соблюдать вина, и мы можем поступать так, как нам вздумывается. Нам нет необходимости пугаться или стыдиться кого-либо. И нет смысла в слезах. Почему вы плачете? И Махакашьяпа, когда услышал эти слова Упананды, он стал опасаться о будущем учении. И в это время присутствовали и монахи, и монахини. И если мы вместе будем усердны и соберем собор, то немногие ученики, такие как Упананда и прочие, не смогут ослабить учение. И когда он сказал это, монахи поняли, что Махакашьяпа имел веские основания говорить об этом, и что это имеет смысл, и они подумали, что это очень хорошо. Они сказали ему: Ананда всегда сопровождал Будды. Он всегда был его прислужником, у него острый ум, и он слышал много учений. Ананда помнил их и был хранителем сокровищницы Дхармы, поэтому его следует включить в наши ряды Бхикшу,
которые будут участвовать в соборе. Так сказали эти монахи, на что Махакашьяпа ответил: Ананда все еще практикует путь. Он все еще не достиг состояния архата, и в его уме все еще есть желание, ненависть, невежество и страх. Его нельзя пускать, нельзя ему дозволить участвовать в этом соборе. И как вы видите, повествование в пятичастной Винае несколько отличается от предыдущего повествования. И теперь мы снова возвращаемся к четырехчастной Винае, к последовательности из этого текста. И в то время, как уже было сказано, монахи решили, что Ананду необходимо принять в ряды тех, кто будет участвовать в соборе. И где же находился в этот момент Ананда? Ананда путешествовал, прося о подаянии без определенного места пребывания, и как-то он прибыл в отдаленное место, уединенное место, и у него совершенно естественным образом возникла следующая мысль. Подобно тому, как новорожденный теленок или теленок яка нуждается в молоке и следует за стадом из коров, так и я все еще тренируюсь на пути, и поэтому я должен следовать за большим собранием архатов, монахов. И он подумал, что ему необходимо последовать за этими бхикшу. И в это время 500 архатов, о которых говорилось выше, находились на пути в Вайшали. Для того, чтобы добраться до Раджагрихи, им надо было пройти через Вайшали. И эти 400-999 монахов находились по дороге в Вайшали. И Ананда уже, по всей видимости, находился в Вайшали. И когда он узнал о том, что он услышал о том, что все говорят, что эти монахи, эти архата пребывают в Вайшале, и поэтому пхикшу, пикшуни, упасики, царь, министры и все небуддийские аскеты, все услышали, что приближается большая группа архатов. И это то, что называется на английском exciting, они были очень обрадованы и возбуждены этим событием, и по всей видимости обсуждали его. И рядом с Вайшали находилось местечко Вриджи. И я говорил вам о 16 великих царствах, и среди этих 16 Бринджи или Вриджи — это одно из этих царств. И в это время из Вриджи находился один монах, обладающий божественным ясновидением, ясновидящим оком и также способностью знать чужие умы. Он был непростым монахом. И этот монах подумал про себя: Ананда в настоящее время находится в Вайшале. И многие люди собрались, чтобы посмотреть, что происходит, увидеть этих монахов. И все эти люди приветствовали друг друга, создавая много шума. И этот монах подумал, что я должен посмотреть, свободен ли Ананда от желания или нет. И тогда он вошел в медитативное погружение, в самадхи. И когда мы говорим о ясновидении, невозможно использовать его сразу же. Прежде необходимо войти в это медитативное погружение. И, находясь в самадхи, он посмотрел и увидел, что Ананда все еще не свободен от желания, не свободен от страсти. И тогда он подумал, что Ананда все еще не является архатом, и я должен помочь ему стать архатом. И поэтому он подумал, что я постараюсь найти способ, чтобы помочь ему породить отвращение к этому миру. И тогда он принес следующее четверостишее. «Оставаясь в одиночестве под деревом, направь свой ум к нирване, практикуй дхьяну и будь сосредоточен». К чему здесь многословие?
И говоря кратко о смысле этого четверостишия, необходимо, он сказал Ананде, что необходимо пребывать в одиночестве под деревом, необходимо направлять свой ум к нирване и практиковать дхьяну, а не давать множество учений. Прежде всего, необходимо постараться достичь состояния архата. И этот монах из Вриджи, он произнес эти слова для того, чтобы зародить утомленность сенсорическим бытием в Ананде. Таким образом, он дал ему эти наставления. Теперь давайте сделаем перерыв на 30 минут. И затем мы снова опираемся на пятичастную Винаю. И в этом тексте повествование очень схоже, оно немножко отличается, но в остальном довольно схоже с четырехчастной Виной. И в это время Ананда был в Вайшале денно и ночно обучая Дхарме четырехчастную общину монахов и монахинь. И, как и при жизни Будды, многие люди приходили к нему, чтобы просить о Дхарме. Многие люди получали от него учение, получали от него Дхарму. И в это время поблизости жил Бхикшу из Вриджи. Он занимался практикой медитации, практикой дхьяны. И в это время, так как рядом находился Ананда, к нему приходило очень много людей для того, чтобы получить учение, увидеть его, и из-за этого возникало очень много шума. И по этой причине, из-за большой суеты, его ум не мог спокойно отдыхать и практиковать самадхи, у него возникали препятствия из-за этого шума. Тогда он подумал, неужели Ананда все еще на пути обучения? Завершил ли он свои действия, выполнил ли он свою задачу или уже достиг состояния архата? И он видел, что он находится посреди всего этого шума, и это указывает на то, что он все еще не выполнил свою задачу, не достиг своей цели. И тогда он вошел в медитативное погружение и увидел, что в самом деле Ананда все еще не завершил свои действия, он не достиг своей цели. И тогда он подумал, что я побужу Ананду для того, чтобы он зародил в своем уме разочарованность в сенсорическом бытии, и тогда он произнес то самое четверостишие, о котором мы уже говорили выше. После этого Ананда услышал от Бхикшу, когда Ананда услышал от Бхикшу из Вриджи Дхарму, это четверостишие, побуждающее его зародить разочарование в сенсорическом бытии, он стал искать уединенное место, и это принесло ему большую пользу. После того, как он услышал это наставление, он прибыл в этом уединенном месте, где не было суеты, и пребывал во внимании без отвлечений. И прежде, по всей видимости, у него не было возможности заниматься такой практикой, так как у него было очень много дел, очень много занятий. У него не было возможности заниматься практикой беспрепятственно. Не однажды он остановился в месте без крова. По всей видимости, это был либо дом без крыши, либо какое-то место без крова. И под одиноким деревом он сделал себе постель из веревок. Нечто вроде гамака между двух деревьев, когда две веревки натягиваются между двух деревьев, и между ними устраивается постель. И до полуночи он занимался медитацией, медитативным погружением. И затем, когда он утомился,
он начал заниматься медитацией во время хождения, то есть он занимался медитацией, ходя из одного места в другое. И всю ночь он занимался такой практикой. Он очень усердствовал всю ночь в этой практике, и когда был близок рассвет, его тело было истощено. Ананда подумал: сегодня я очень устал, я очень утомился, мне необходимо немного отдохнуть. И он сел на свою постель, и так как он был очень утомлен, он решил поспать. Но до того, как его голова коснулась подушки, в тот момент, пока его голова все еще не коснулась подушки, у него возникло переживание, прозрение, которого он не испытывал прежде. И в это время, в этот момент Ананда достиг незагрязненного состояния и стал архатом. И затем он произнес следующее четверостишее, если приблизительно перевести его: «Я услышал много учений Дхармы и всегда почитал Будду. Теперь я отсек рождение и смерть Гаутама. Сегодня я радуюсь сну». И в этой жизни он слышал очень много учений Будды. Он также постоянно совершал подношения и проявлял почтение перед Буддой, служил ему. И теперь он пресек этот поток, эту непрерывность рождения и смерти. И теперь он достиг состояния архата, и он обратился к Будде с этими словами, что не беспокойтесь, я достиг этого состояния, и теперь я радуюсь сну. Затем в пятичастной Винае говорится следующее. Это повествование очень схоже с повествованием в четырехчастной Винае. И в пятичастной Винае сказано: монахи сказали Ананде: тебе лучше поскорее выполнить свою задачу, завершить свои действия. Кашьяпа собирается провести собор Винае, а тебя никто не собирается помещать среди участников этого собора. И в это время Ананда услышал это четверостишие, произнесенное Бхикшу из Вриджи. И тогда он понял, что он не является одним из присутствующих на этом совете, на этом соборе. И во что бы это ни стало, необходимо достичь состояния архата. И поэтому, не ложась спать в течение всей ночи, он усердно занимался дхьяной. И когда он утомился от ходячей медитации, от медитации во время хождения, так как он всю ночь провел в этой усердной практике, несмотря на это, он не смог достичь результата. И затем, когда едва-едва стало расцветать, он решил поспать, отдохнуть. И до того, как его голова коснулась подушки, он внезапно обрел незапятнанное состояние и стал архатом. Об этом повествуется в этой пятичастной Винае. И затем Бхикшу узнали, что Ананда достиг результата архатства, и быстро отправились к Махакашьяпе. Они сказали ему, что вчера Ананда достиг нирваны, достиг состояния архата, поэтому мы должны включить его в собор по Винае. И прежде, как вы помните, главной причиной, почему Кашьяпа не стал включать его в собрание монахов, которые должны были установить собрать Винаю, потому что он не был архатом. И теперь этой причины не было, больше не было причины для того, чтобы Махакашьяпа мог так сказать. И поэтому монахи стали совещаться, куда лучше им отправиться для того, чтобы привести этот собор. Место, где находятся все необходимые условия для того, чтобы
собрать учение Виная. И в конечном итоге они приняли решение провести этот собор в Раджагрихе. И далее повествование такое же, как и в четырехчастной Винае. Монахи совещались о том, куда лучше им отправиться, и они приняли решение отправиться в Раджагриху. И затем, я думаю, наверное, будет хорошо, если я вам покажу следующий слайд. Это Кушинагар. Это руины ступы в Кушнагаре, а ниже на изображении вы видите Вайшали, руины ступы Вайшали. И далее следующее изображение — это Раджагриха. Это остатки или руины Раджагрихи. И, как я вам говорил, из Кушнагара они отправились в Вайшали в соответствии с картой Google. Из Кушнагара до Раджагрихи пешком занимает 59 часов. Это путешествие занимает 59 часов. И когда люди совершают это путешествие пешком, они могут преодолеть это расстояние за 59 часов. И очевидно, что по дороге в Раджагриху находится город Вайшали, в котором они останавливались. И следующий раздел, к которому мы переходим, это соблюдение. Мы сейчас возвращаемся снова к четырехчастной Винае. И мы говорили с вами о том, что они решили отправиться в Раджагриху. Бхикшу из Вриджи дал свои наставления, и Ананда в конечном итоге достиг состояния архата, достиг конечного результата. И затем следующий раздел — это соблюдение всех второстепенных заповедей без различия. Как вы помните, монахи решили отправиться в Вайшали. Затем они покинули Вайшали и отправились в Раджагриху. И когда они шли по пути в Раджагриху, они начали размышлять о том, что нам необходимо подготовить. Должны ли мы сначала поискать ночлег и постель, или сначала обсудить Винаю? Они думали о том, что лучше сделать вначале. Прежде найти себе ночлег и постель, а затем обсуждать Винаю, или наоборот. И после того, как они обсудили этот вопрос, они приняли решение сначала подготовить ночлег и постель. В пятичастной Винае говорится следующее. Особенным повествованием здесь является то, что эти 500 архатов прибыли в Раджагриху, и когда они прибыли в Раджагриху, в то время был первый месяц сезон дождей. То есть сезон дождей делится на 3 месяца. И первый месяц называется по-тибетски Яндарава, второй Даваджамбу и третий Яндадачунг. То есть это первый месяц сезона дождей, который называется Яндарава. И когда они прибыли в Раджагриху, их приход совпал с началом первого месяца сезона дождей. По этой причине они решили провести этот первый месяц для подготовки здания, а также постели и прочего. Они решили отремонтировать здание и прочее. И затем во второй месяц сезона дождей они занимались практикой дхьяны. А затем на третий месяц сезона дождей все они собрались в одном месте и вершили собор. И в это время Кашьяпа сказал, великий Кашьяпа или Маха Кашьяпа сказал: пожалуйста, почтенные, послушайте,
Если Сангха готова и согласна, с сегодняшнего дня мы пригласим Упали и будем расспрашивать его о Винае Пхикшу и Пхикшуне. Затем в Кандаке, традиции Тхеравады или Ставиравады, говорится, и здесь повествование точно такое же, как и выше. Все эти монахи прибыли в Раджакриху. Затем некоторые из этих монахов, из этих старейшин, сказали следующее. Друзья, в прошлом Будда восхвалял ремонт и починку вещей, будь то монашеские накидки и прочее. Будда говорил о том, что старые вещи необходимо ремонтировать, и он восхвалял и очень любил чинить старые вещи, а не выбрасывать их. И поэтому давайте проведем первый месяц, ремонтируя и обустраивая жилище в Раджагрихе. Затем во второй месяц давайте начнем собор по составлению Винаи. И они, как они и думали, в первый месяц старейшины занялись починкой необходимых вещей. В это время Кашьяпа, это снова повествование из четырехчастной Винаи, Кашьяпа пригласил многих великих бхикшу. Среди них самым старшим были Дашабала Кашьяпа. Он был самым старшим из монахов, который раньше всех принял обеты. Следующим был Попона. На санскрите его имя звучит как Попона. Я не уверен, но это может быть Пурна. Однако далее говорится о том, что Пурна не присутствовал в этом собрании, поэтому здесь есть небольшое противоречие, так что это может быть не Пурна. Но возможно, что неважно, был ли он на этом соборе или нет, возможно, что это указывает на то, что он был вторым по старшинству. Это вовсе не указывает на то, что он обязательно должен был присутствовать на этом соборе. Тем не менее, по всей видимости, в соответствии с четырехчастной Винаи, он, по всей видимости, был вторым по старейшинству. А может быть, это Пурна, это имя другого монаха. Как бы там ни было, старшим были Дашабала Кашьяпа, после него был Папона, третьим был Махакашьяпа и четвертым был Махачунда. И в это время Кашьяпа взял на себя ответственность председательствовать в Сангхе. Он стал своего рода предводителем Сангхи, или тем, кто следит за дисциплиной. И он обратился к Пхикшу. «Досточтимые члены Сангхи, пожалуйста, внемлите мне. Если Сангха готова и желает, согласна, с сегодняшнего дня Сангха вместе будет составлять Винаю». Он провозгласил это, сделал это заявление, и в это время Ананда поднялся со своего места, перекинул свою верхнюю одежду через одно плечо и встал на правое колено. Соединив ладони, он сказал Кашьяпе: «Я действительно слышал от Будды эти слова, и теперь я напомню их вам. Однажды Будда сказал, в будущем Пхикшу будет разрешено отменить некоторые второстепенные предписания. Среди предписаний Винаи существует много различных категорий этих предписаний, и среди них существуют второстепенные, малые предписания. И Будда говорил, что в будущем эти Пхикшу могут не исполнять, не следовать этим второстепенным предписаниям. А так Ананда сказал Кашьяпе, на что Кашьяпа ответил: «Ананда, ты просил Будду определить, что представляют собой эти второстепенные заповеди. Что представляют собой эти второстепенные обеты? Что они собой представляют?» И так
Махакашьяпа спросил у Ананды. И в это время, и Ананда ответил, что в это время я был слишком... Я не понял и забыл спросить у Будды об этом. И затем несколько бхикшу, собравших там, сказали, что будут говорить о том, что представляет собой это второстепенные заповеди, о которых говорил Будда. И они начали совещаться. Они стали каждый предлагать свои идеи. И некоторые из этих монахов говорили, что все заповеди, все обеты, за исключением 4 поражений, являются незначительными. Некоторые же говорили, что все предписания или обеты, кроме 4 поражений и 13 оставшихся, являются незначительными. Другие же говорили, что все предписания, за исключением 4 поражений, 13 оставшихся и 2 неопределенных, являются незначительными. Другие же говорили, что все предписания, за исключением 4 поражений, 13 оставшихся, 2 неопределенных и 30 утрат, являются незначительными. Все остальные, все оставшиеся предписания или обеты можно считать незначительными. Другие же говорили о том, что все предписания, кроме кроме 4 поражений, начиная от них и заканчивая 90 падениями, являются второстепенными. И таким образом в Ставираваде, в объяснениях Ставиравада, по всей видимости, это изложение совершенно такое же. И в этот момент Махакашьяпа сказал, сейчас мы следуем снова 4-частной Винае, старейшины, теперь каждый изложил свое собственное мнение относительно, что является второстепенными нарушениями или нет. И каждый из вас выразил свое мнение, и эти мнения различаются. И поэтому мы не смогли четко определить, какие заповеди являются второстепенными. Поэтому с сегодняшнего дня мы должны принять решение. Если есть правила, которые Будда раньше не устанавливал, мы также не должны делать его новым правилом сейчас. Если есть правило, установленное Буддой ранее, мы не должны его отменять. Мы должны соблюдать правила Винае и хранить его, хранить правила Винае, установленные Буддой. И все согласились с этим решением. И затем в Кандака Тхераваде также есть схожее повествование, оно довольно схоже, но к нему кое-что добавлено. Когда Кашьяпа обратился к Бхикшу, он сказал: «Великие старейшины, пожалуйста, выслушайте меня. Миряне знают, что у нас в Бхикшу есть много заповедей, и они говорят, эти заповеди стоят того, чтобы сыновья Шаки исполняли их. Если мы откажемся от второстепенных предписаний, некоторые люди скажут, правила для учеников аскета Гаутамы скоро исчезнут. После того, как он ушел в Нирвану, его ученики не хранят те правила и предписания, которые были установлены Буддой Шакьямуни, Гаутамой, и сейчас они исчезнут как дым. В прошлом, когда их учитель был жив, они обучались дисциплине Винае, они тренировались с ней. Теперь же, когда учителя больше нет с ними, они больше не занимаются практикой дисциплины Винае. Итак, если все Бхикшу согласны, мы должны принять решение, и далее повествование схоже. Мы не должны создавать новые правила, которые не было у Будды, и мы не должны отменять правила, которые Будда уже установил. Мы должны хранить эти правила. Мы должны соблюдать и уважать эти правила. Почтенные, пожалуйста, послушайте меня. Если вы согласны с моей идеей, пожалуйста, храните молчание. Если у вас есть другое мнение, то, пожалуйста, выскажите его. И все Бхикшу хранили молчание, соглашаясь с его мнением. И таким образом все они приняли это решение.
Об этом говорится в Винае Тхеравады или Ставиравады. Затем мы переходим к следующему разделу. Это 7 проступков Ананды. Мы будем говорить об этом и в будущем, на следующей сессии. Однако сегодня я буду говорить об этих 7 проступках, и существует определенный порядок или последовательность. В тибетском переводе Виная Саравастивады, в Винае Кшудраке, в тонкостях Винае, а также в 4-частной Винае, 5-частной Винае, а также в Винае Тхеравады, эта последовательность не сходится. В тонкостях Винаях сперва говорится о том, что сперва Ананде были предъявлены эти проступки, и его, так сказать, выставили из этого круга архатов. И Махакашьяпа привел все эти проступки, и говорят, что это было сделано для того, чтобы он зародил в себе отречение, для того, чтобы он зародил в себе утомленность сенсорическим путем, и затем он достиг состояния архата. Но здесь порядок другой. Здесь, в этом повествовании 4-частного Виная, сперва он достигает состояния архата, затем он входит в круг тех, кто обсуждает Винаю, кто собирает Винаю, и затем ему были предъявлены эти проступки, 7 проступков, которые он совершил. Здесь говорится о том, что монах из Вриджи, Пхикшу из Вриджи, дал ему наставление, и затем он достиг состояния архата. И таким образом эти повествования, как вы видите, несколько отличаются. Я думаю, что это довольно важный момент. Но об этом я буду говорить в следующий раз. Сегодня же мы говорим о 4-частной Винае. И здесь повествуется о том, как Кашьяпа привел 7 проступков Ананды. Кашьяпа сказал к Ананде: «Твое подстрекательство к тому, чтобы позволить женщинам принять обеты отречения в буддийской дхарме, были ошибкой. Это было неприемлемо, поэтому сегодня ты должен с сожалением в этом признаться». Как я уже говорил прежде, вы помните, была монахиня, которая очень не любила Махакашьяпу. И когда Будда был жив, она не могла противостоять ему. Но когда Будда покинул этот мир, по всей видимости, Кашьяпа не мог сказать этого Ананде, пока Будда был жив. Но после того, как Будда покинул этот мир, Кашьяпа сразу же привел все эти проступки Ананды. И на это Ананда ответил: «Великий почтенный Махакашьяпа, я действовал сознательно. Махапраджапати Махапраджапати Гаутами была очень добра к Будде. Она вырастила его после того, как рано умерла его мать. Она вскормила его. И поэтому она выразила свое чаяние, и я постарался его исполнить. Поэтому, Махакашьяпа, я не считаю это ошибкой, но так как я доверяю тебе, так как вы говорите, что это мой проступок, доверяя вам, я с сожалением признаюсь в этом». И Ананда сказал, что я не могу сказать, что это не так, и поэтому я принимаю это как проступок и раскаиваюсь в нем. Затем снова Кашьяпа молвил: «Будда трижды говорил о том, что тебе необходимо быть его помощником, но ты не соглашался трижды. И это твой проступок, это ошибка, поэтому сегодня ты должен с сожалением в этом признаться». И на это Ананда ответил: «Я не делал этого намеренно, я не делал это из неуважения к Будде. Возможность обратиться к Будде чрезвычайно трудно получить.
Поэтому, вот почему я сказал, что я не справлюсь. И поэтому я ответил, что я не смогу. Я не считаю это ошибкой, я не считаю это проступком, но так как я доверяю тебе, то теперь я с сожалением признаюсь в этом. И это был второй проступок Ананды. И я не знаю, как вы согласны с этим или нет, но я привожу эти проступки Ананды в согласии с текстом. И следующий, третий проступок, следующий. И снова Махакашьяпа молвил: когда ты шил верхнюю одежду Будды, всю одежду Будды шил Ананда, ты намеренно наступил на одежду Будды. И иногда ты наступал своим коленом, придавливая одежду Будды, когда шил ее. И ты сделал это специально, намеренно. И это твой проступок. Поэтому сегодня ты должен с сожалением в этом признаться. И Махакашьяпа очень сильно старался изыскать недостатки Ананды. И другие люди, такое общение, будто бы он специально устанавливал людей, чтобы они следили за Анандой. И Махакашьяпа сказал Ананде, что ты наступил на одежду Будды, когда ее шил. И поэтому это твоя ошибка, твой проступок, и ты должен раскаяться в этом проступке. На что Ананда ответил: почтенный Махакашьяпа, я сделал это не из гордыни, я сделал это не специально. Я не намеренно наступал на одеяние. Я не считаю это своим проступком. Но так как я доверяю тебе, и ты говоришь, что это проступок, то теперь с сожалением я признаюсь в этом. Если не ошибаюсь, следующий — это четвертый проступок. И снова Махакашьяпа молвил: Будда трижды говорил о смерти. Он трижды говорил о том, что уйдет в нирвану. Но ты так и не просил его жить в течение еще одной кальпы, жить в течение целого эона. Ты должен был обратиться к Будде. И если бы ты обратился так, Будда бы жил в целый эон, целую кальпу. Он бы принес пользу и счастье многим существам. И все боги и люди обрели бы счастье. И это твоя ошибка, это твой проступок. Поэтому сегодня ты должен с сожалением в этом признаться. И Ананда ответил: почтенный Махакашьяпа, я сделал это не намеренно. Я был одержим Марой. И вследствие этого злобного благословения Мары, если не ошибаюсь, он не услышал или не мог вспомнить об этом, как бы там ни было, он не мог попросить Будду и не уходить в нирвану. И я не считаю это своим проступком, но так как вы называете это проступком, и я доверяю вам, то теперь я с сожалением признаюсь в этом. Следующий, пятый проступок заключался в том, что когда Будда был жив, однажды Будда сказал тебе принести воду, но ты не принес ему воды. И это была ошибка, это был проступок. Будда попросил воды, а ты не принес воды, ты забыл об этом совершенно. И это большой проступок. И поэтому сегодня ты должен раскаяться в этом. И Ананда ответил: я не делал этого намеренно. В это время мимо проехало 500 повозок, не было машин, и поэтому используясь повозки или колесницы, деревянные повозки и колесницы, и когда они проехали, я не знаю, было ли это 500, не 500, но проехало множество повозок, и они подняли большую пыль, и поэтому вода стала грязной. Она замутнилась. И я подумал, что поскольку вода была мутной, если я ее дам Будде, он заболеет. И поэтому я не поднес ее Будде. На что Кашьяпа ответил: ты все равно должен был предложить эту воду ему. Когда Будда просил воду, надо было поднести воду, потому что Будда обладает силой превратить замутненную воду в чистую. И поэтому, когда Будда сказал принести воды, надо было тут же принести воды.
будь то грязная вода или мутная вода. И Ананда сказал: я не сделал это намеренно. Я не думаю, что это ошибка или проступок, но так как я доверяю тебе, то теперь я с сожалением признаюсь в этом. 6-й проступок. И снова Кашьяпа молвил: ты не просил Будду, ты не спросил Будду, что такое второстепенные заповеди, для того, чтобы их хранили монахи в будущем. И когда Будда говорил о второстепенных заповедях, ты не спросил, что они собой представляют, как их необходимо понимать. И из-за этого сегодня мы не можем найти согласие относительно определения этих второстепенных заповедей. И это твоя ошибка, это твой проступок, поэтому сегодня ты должен с сожалением в этом признаться. Ананда ответил: я не делал этого намеренно. В то время я не понял и забыл спросить Будду, какие заповеди были второстепенными. Возможно, что в это время я не очень хорошо помню, но если не ошибаюсь, Будду незадолго до того, как он ушел в Нирвану, Ананда испытывал горе, и он лишь соглашался с Буддой, и у него не было возможности задать вопрос Будде. Как бы там ни было, я не очень хорошо помню этот момент. И Ананда ответил: я не считаю это проступком, но так как я доверяю тебе, а ты называешь это проступком, то я, к сожалению, признаюсь в этом. И последний проступок, 7-й. И снова Кашьяпа сказал: из-за того, что ты не помешал им, женщины испачкали стопы Будды. Это была ошибка, поэтому, когда женщины пришли, чтобы увидеть тело Будды, они плакали, и когда они простирались перед Буддой, они плакали и загрязнили свои руки, и испачкав слезами свои руки, они касались стоп Будды, и таким образом загрязнили стопы Будды. Кашьяпа дал такое объяснение, и так как ты не предотвратил этого, так как ты не запретил этого женщинам, они загрязнили стопы Будды, и это твой проступок, поэтому сегодня ты должен признаться в нем с сожалением. Ананда ответил: я не делал этого намеренно. Женщины были невнимательны, они плакали и горевали, и из-за этого их руки загрязнились. И так как они касались стоп Будды руками, они загрязили стопы. Я не считаю это проступком, но поскольку я доверяю тебе, я с сожалением признаюсь в этом проступке. Таким образом, следуя объяснению четырехчастной Винаи, здесь приводится 7 проступков Ананды, в которых его обвиняет Кашьяпа. Те проступки, в которых Ананда должен был с сожалением раскаяться и признаться. Перед всей Сангхой он назвал эти 7 проступков. И Ананда был очень прямым человеком. После того, как Будда, он мог бы сказать, что после того, как Будда ушел, ты меня оскорбляешь и принижаешь. Однако, хотя Ананда и не считал это проступками, но так как Кашьяпа назвал это проступками, из доверия к нему он раскаялся в этих проступках. И существует, другие называют число этих проступков равным 9. В некоторых сутрах и в некоторых шастрах говорится о том, что он допустил 9 проступков. В других текстах говорится о 5 проступках. Я буду говорить об этом позднее. Я буду говорить о проступках Ананды в следующий раз. И сегодня, я думаю, давайте на этом остановимся.